Здравствуйте. Опа, здравствуйте. До конца, да? Да, до конца. Спасибо. Так. Ответь. Сейчас, подождите. Опа, все. Ага. А, был затычка, что ли? Да. Я могу накинуть так сверху для как бы камер. Дверь надо будет закрыть. А чем я закрыл? А. Так, сейчас. О, Закрыл. теперь поехали. Всем день неудач. День неудач? Ну да, Почему? ну надо было в поликлинику за бесплатным лекарством к врачу. Но они рецепт выписали. Вот здесь аптека. Значит, я из поликлиники приехал сюда. Машину вызвал. Вот полчаса я стою, весь мокрый. Полчаса ждете такси? Угу. Так я же вроде не за полчаса. Нет, ну не вы, А что так? ну вот так вот товарищ не понимает русского языка. Так. Я ему объясняю, говорю, вот от Рублевского шоссе, если едешь по Осеннему бульвару, Ага. первый вход в метро Ага. Крылатская. Я тут нигде нету. И когда я позвонил, отказался уже, заказ новый мне Ага. они дали. Ага. Вот вы приехали, 5 минут, все. Ага. А он в этот момент мимо меня проезжал. А вот как это может быть? Вот он за 2 минуты до вас проехал, это он меня как бы якобы где-то тут искал. Ага. Как уж тут объяснять? От Рублевского шоссе едешь к метро Крылатская. Все. Я 15 минут ему рассказывал одно и то же. То есть в итоге вы объясняли ему по телефону, в итоге Да, поездка отменилась. да, а деньги, извините, за эти деньги можно на загородном автобусе в подмосковный город приехать. А сколько там было? 800 просил. Просил? Ну, Кто? Яндекс, Яндекс 800 просил? да. А что это, это со мной так-то почему Она, тогда? а вот когда Ровно половина. я позвонил и поорал, Ага, ага. вот мне прислали на 500 рублей. Причем утром тоже цена была 700 с чем-то от дома в поликлинику. Вот сейчас мы едем, вот оттуда сюда, в Крылатское. Яндекс оборзел просто. Согласен, согласен. Но на него ФАС уже там оштрафовала, а он все равно... Просто Яндекс еще же с водителей тоже очень много Да списывает. это я знаю, что вам там меньше 30% достается. И ну, это вот прям да. Вот что значит монополия. Да, согласен. Вот что значит монополия. Вот, а им проще заплатить штраф, чем изменить свою политику. То есть погода ухудшается, цены возвышаются. Ну, так и есть. Сегодня выходной и дождь. Так сегодня не выходной, сегодня рабочий день. А сегодня пятница разве? Нет, сегодня суббота, рабочий день нет, считается. у Да. меня-то, да, я преподаю, у меня у нас там Я своя понял. система. Вот. Ну, не важно, важно другое, что вот. Ну да, сегодня же предпразднично короткий. И вот бедному пенсионеру, причем, самое-то еще интересное, я от поликлиники в аптеку сюда. Меня привезли в центральную аптеку, которая не та, которая мне нужна. Ага. Я говорю, вроде не та. Он показывает, вот, точка стоит, он по ней ехал, по навигатору. И, значит, фактически я сегодня вот ради бесплатного лекарства потратил, значит, 700
еще 600 с чем-то. И с вами еще 500. Ну, 1500, да, около? 1500. Нахрен мне это бесплатное лекарство? А лекарство сама сколько стоит? А мне нисколько, мне бесплатно. Нет, вообще, и всё. если Не покупать. знаю, не не знаете, знаю. Ну, во всяком случае, не так дорого. Да? Мгм. Ну, Ну вот я старый человек, да, ну хорошо, я еще там более-менее скреплю, двигаюсь кое-как. мгм, А вот люди плохо ходят, не могут. да. И вот у нас поликлинику просто закрыли на ремонт. И в Крылатская поликлиника на Молодогвардейской, тут рядом. Да. Ну, от дома там пешком 20 минут. Ага, Но в Крылатской надо доехать, да. даже на транспорте 2 вида транспорта. И еще один автобус надо ждать, потому что он не так часто ходит. Мгм. А мне, допустим, надо в 10 утра на сегодня была одна единственная запись. Еще и по записи, да? Ну, надо же записаться, Ага. прежде чем к доктору. Ага. Причем доктора тоже интересно. Вот наша участковая, которая, да, Мгм. она в возрасте, ну такая бабка вредная. Хоть я и сам дед, но не важно. Вот. А вредная чем? Ей надо повышать себе это, посещение. И вот мне лекарство, допустим, одна упаковка на месяц, да? Мгм. Они могут давать на 3. Сразу. Вот мне выдали на 3. Ага. И все. Я как бы 3 месяца не езжу за ним. А. Вот. А это каждый месяц я должен к ней ехать. Причем это надо делать, скажем, вот мне выписали сегодня 27 числа. Ага. Значит, 27 мая я бы должен к ней приехать, чтобы получить рецепт и на следующий месяц. На следующий месяц, до 27 июня. Мгм. А здесь у другого врача просто сразу 3 выписала и все. Ну вот как понять? Не издевательство? Издевательство. Да. Я прошу, извиняюсь, я говорю, дайте мне, скажем, к эндокринологу Ага. направление. Ага. Я в ноябре сдал, она увидела, что у меня там, мой сахар, диабет высокий. Так она мне не дала. В январе я пришел опять, Мгм. опять не дала. В феврале пришел, не дала. И в марте не дала направление к Да что ж эндокринологу. такое-то? Ну не сволочь. А у меня, сахар повысился, я хотел проконсультироваться, что мне делать или как мне. Мгм. А вы сказали, вы преподаватель? Ну, да я преподаю, да. И в данное время тоже? Да, А где вы преподаете? педагогическую. Учителей учу будущих. Учителя и учите? Все в этом году закончу, больше не буду. Надоели. Тупые пошли студенты. Нет, серьезно, очень. Школа вообще упала, там страшно жуть. Это к нам идут еще лучшие из худших, как мы говорим. Нет, я преподаю иностранный язык, там мозги должны работать, начитан человек должен быть, много знать, память хорошая, запоминать, ведь у нас как, надо же запоминать слова, там, выражения, еще что-то. А иностранный язык какой? Немецкий. Немецкий, по немецкому, да? Преподаете. А немецкий язык сейчас как он? Не Популяризация? котируется. Да? Нет, он как бы на спад. Во-первых, раздружились вообще с Германией, да? Ага. Путин вообще там теперь. Ага. А вследствие этого они закрыли вообще здесь все наше. А немцы просто плюнули, закрыли все консульства. А было их 4 в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Питере и в Москве. Они все закрыли, кроме московского. Да? Да. И теперь люди, черти откуда, должны... Это сейчас очень плохие отношения. Вот. И, соответственно, контактов-то нет. Переводчики все взвыли, потому что они работали, а сейчас у них работы-то нет. Ага. Все бросились в репетиторство, а в школах уже английский первый, немецкого мало.
Или он идет там кое-где вторым языком. Все. Вот. Так что он... У нас народ как по инерции, все английский. Но английский тоже уже не нужен. Ну сейчас китайский, да? Или как Сейчас вы думаете? спрос китайский, корейский. Вот. Латинская Америка немного, потому что она развивающийся регион, и мы с ними вроде как дружим. Венесуэла там, ну, есть контакты, и потребности есть. А у нас трагедия. У нас трагедия в том, что, ну ладно, я-то на пенсии, а у нас есть очень хорошие, 40-50 лет преподавательницы, женщины, да? А для них-то работы-то нет. Вот мы в этом году выпустили последнюю группу студентов с первым языком немецким. Вот. Кто-то еще в магистратуре учится и в аспирантуре, а они им негде себя будет приложить. Сейчас английский все-таки. Пока за счет английского выживают. И в школах также немецкого все меньше, совсем практически мало осталось. Вот. Ну, там второй английский. Вот. Ну, в общем, ситуация тяжелая. А вот лет через 10-12 потребность будет, а специалистов не будет, которые должны кого-то научиться. Хорошо научить. Да. Ну, я смотрю даже по тиражам. Ну, я автор школьного учебника тоже. Раньше как бы спрос был, тиражи были большие. А сейчас очень маленькие тиражи печатают совсем. Ну, потребность есть. Ну, еще в регионах немножко немецкий есть. Есть традиционно где-то, где поселения были российских немцев, которых из республики немцев Поволжья, которая была, война началась, их всех депортировали, кого куда, в Киргизию, в Казахстан. Немцев? Ну да, российских, которые. Вот. Новосибирск, Томск, Омск, там Сыктывкар. Вот. Ну там есть еще традиционно, как бы. В деревнях там есть, в школах немецких. Ну, он есть, но его не так много. А английский сейчас, это как норма. В Думе же тоже прозвучало, зачем в школах английский. Все равно все его учат. Пусть учат за свой счет, на курсах, где хотят, кому надо. И что думаете, скорее всего, скоро в школьную программу, наверное, будут вводить, да, китайские языки? Там, а он уже есть. Уже есть? ЕГЭ по китайскому уже есть в 2 года или 3. То есть получается, чтобы учить русскоговорящих людей китайскому языку, должны быть китайцы с пониманием русского языка. Да есть китайцев дофига. Вон в Благовещенск поезжайте, там одна школа с немецким на весь Благовещенск, а во всех остальных школах китайский. А там же браки совместные с китайцами. Там ребята молодые, еще 20 лет назад, даже больше. Я ездил в те края. Вот. Там была японская мафия, корейская мафия и китайская. У них четко разделено, кто там ресторанный бизнес, кто там лес, кто чего. Все разделено. И они, ребята молодые, там 25-30 лет. Русский по маме родной, китайский по папе родной. И они ездят туда, в Китай, переговоры, заключают контракты. Ну, там бизнес очень хорошо. Вот, с китайским, с корейским. Вот. Так что там еще 20 лет назад все это нормально было. Есть у нас очень много людей с китайским. Ну, раньше в Москве же после революции китайцев полно было. Были прачечные китайские. Мама когда-то рассказывала, мама покойница, у них жил китаец, и он плохо говорил по-русски, но говорил, работал в прачечной, да? Вот. А у него была дама русская, и вот он жаловался там, здесь направо,
маме. Вот она говорит мне, когда денег нет, Ходя. Когда деньги есть, Ваня, Ваня. То есть, когда денег нет, уходи, она его выгоняла. А когда деньги есть, Ваня, ну, приходи, вот, и любовь, и все такое. Вот. Была китайская диаспора в Москве очень большая в свое время. Не вот здесь дядька стоит, вот этот подъезд. Вот здесь, ага. О, сейчас. Так что все нормально. Так, сколько там? Так, 4,73. Ну, в кармане. Да, можешь, в принципе... Не, сразу лучше. Просто меняется. Так что теперь мир-то меняется, все понятно. Ну да. Так, вот 300 возьмите, Ага. сейчас еще. О, все, спасибо большое, сдачи да. не надо. Хорошо, всего доброго. Вот, так что за миром надо следить, а то дети пойдут учиться, а когда выйдут, а работать негде. Значит, профессию надо выбирать такую, чтобы в будущем была. Спасибо. Так, ну, не хочешь? Еще раз. Опс, ага. А у вас какая хитрая система. Китаец машина-то. А, понятно. Так, вываливаемся. Отлично. Спасибо, Да, всего всего доброго. доброго.